Элдент – стоматологическая клиника с широким спектром услуг. Собственная зуботехническая лаборатория с новейшим CAD/CAM-оборудованием. Социальные скидки от 10%. Оплачивайте лечение бонусами ЛООКа или в рассрочку. Ждем вас на бесплатную консультацию. Стоматология не стоит на месте. Все развивается стремительными темпами. Новые технологии постоянно внедряются в зубной мир. Они позволяют не только решить самые сложные проблемы, но и делают этот процесс комфортным как для врача, так и для пациента. Все это экономит время, автоматизирует процесс, исключая ошибки, и при этом результаты превосходят все ожидания. Лечить и восстанавливать зубы уже не так страшно, как это было когда-то. Главное – правильно выбрать клинику. Наша стоматологическая клиника Элдент начала свою работу в 2021 году. Мы тогда еще находились на Петровского. А наша зуботехническая лаборатория работает уже с 2019 года. Мы оказывали услуги многим клиникам нашего города Якутска. Ну и затем мы с мужем решили открыть свое дело, свою клинику. На тот момент это был маленький кабинет. И в течение года мы уже переехали сюда и уже основали нашу клинику. На данный момент у нас работает около 8 врачей, 3 ортопеда-стоматолога, также есть у нас гигиенисты, терапевты, также у нас направление есть имплантологии и хирургии, и в будущем хотим на ортодонтию. Ну, отличительной чертой является, вот мы уже говорили, что это наличие своей зуботехнической лаборатории. Это очень удобно. Это дает преимущество в том, в первую очередь, по времени, чтобы пациенты у нас, в основном это улусники, для них это очень удобно, чтобы прийти, вот мы показывали, что можно взять быстренько оттиск в компьютерном варианте и уже изготовить сразу временные коронки. И если даже у пациента возникают вопросы, то мы можем с лаборатории вызвать нашего техника, и они вместе в тандеме с ортопедом уже консультируют пациента. И техник может также на это все посмотреть, какие зубы ему подходят, какой цвет, что ему неудобно, так, чтобы все было в идеальном варианте. Так, ну не секрет, что стоматологические услуги бывают очень даже дорогие, и для наших пациентов мы предлагаем рассрочки и оплату долями. Наша стоматология Элдент работает для всех жителей нашей республики, и наша работа – это ключ к вашей уверенности. Испытано на себе. Современная стоматология разработала множество технологий, позволяющих сохранить или восстановить зуб, даже в том случае, если его основная часть практически разрушена. Одним из самых популярных методов реставрации являются стоматологические коронки. Благодаря новым компьютерным технологиям стоматологические коронки эволюционировали и превратились в полноценный биосовместимый микропротез. Несмотря на это, многие пациенты интересуются, как ставят коронку на зуб. Из какого материала она делается? Какой материал лучше? Какие этапы изготовления коронок и вообще, больно ли это? Обо всем об этом по порядку. Ева Сергеевна, сегодня мы будем много говорить о стоматологии в целом, да? Ну и для начала, наверное, лучше показать, наверное, да, что происходит сейчас в кабинете, ну и, конечно, рассказать, что это и в чем плюсы и, может быть, какие-то новшества в этой процедуре. Так, сегодня мы нашему пациенту Николаю будем изготавливать коронки безметалловые из диоксида циркония. Это высокопрочный материал, он гипоаллергенный, эстетичный вид зубов. И также мы сейчас ему снимем ротовым сканером его будущую модель и передадим в лабораторию для изготовления цифровой модели. Так, если говорить коротко о диоксиде циркония, он благородный металл, он изготавливается по технологии CAD/CAM, современный вид протезирования, может на жевательные зубы и также на передние. Для передних зубов мы еще туда наносим керамическую массу для более естественной реставрации зубов. Ну, для многих жителей республики, наверное, такое понятие, как коронка, не только на слуху, да, наверное, ну и многие пользуются давно, да, этими услугами. Ну, а если говорить вот о разнице, да, это только лишь
визуальная какая-то эстетика, либо это про качество тоже имеет? Конечно, качество в первую очередь. Если мы металлокерамическую коронку делаем методом литья, ну, металл, слово металл, внутри будет металл. Возможно, у кого-то будет аллергия, а диоксид цирконий нам дает именно биосовместимый с организмом человека. И он прочный, гипоаллергенный, ну и красивый. То есть побочных эффектов меньше, Нет. да? Ну и вот давайте поближе подойдем, наверное, да, посмотрим. Вот опять же, сейчас интересная вещь происходит здесь, да, потому что раньше такого не было, да? Да, раньше, если мы снимали слепочным материалом, ложкой, это было как бы неудобно для пациента, у некоторых возникал ротовой рефлекс такой, то сейчас это уже быстро, высокоточно, что для работы техника очень облегчает его работу, потому что это будет очень и быстро, и качественный. То есть мы видим каждый зуб Каждый зуб. в том состоянии, в каком он есть в реале. Да. То есть это реале. практически фотографирование. Да, фотографирование. Ну и, соответственно, сейчас мы это все дело отсканируем. Отсканируется и передается в нашу лабораторию для того, чтобы уже в дальнейшем изготовить его постоянные коронки. Мгм. А срок службы такой коронки? Срок службы, он долговечный. И за счет своих свойств по каткам технологий, которые изготавливается, даже очень даже долговечный. Противопоказаний нет? Противопоказаний нет. Мгм. Ну и достаточно комфортно, да? Сейчас человек лежит без каких-либо страхов, да? Да. Которые зачастую были, да? При слове стоматолог, вообще стоматология, да? Человек лежит спокойно, так комфортно, даже, можно сказать, отдыхает практически, да? Сколько длится вот процедура сканирования? Очень даже быстро, до 2 минут, до 3 минут. Если, конечно, весь полный рот мы снимаем. А можно ли сохранить эти данные, чтобы потом, допустим, прийти в последующем, да, и сделать еще какие-то другие процедуры, но имея вот эти уже какие-то архивные... Да, конечно, это все здесь сохраняется. Вот там все написано, Николай Андреевич. Все здесь сохраняется. Мгм. Ну и, собственно, срок изготовления этой коронки. Все уже обычно спешатся за сроками, чтобы это не было долго, чтобы это было быстро и качественно. Так, циркон у нас изготавливается 2-3 дня. Но на сегодняшнем примере мы покажем вам, как это все то же самое, но на примере ПМА. У нас называется материал высокопрочные цифровые временные коронки. А так изготовление 2-3 дня. Если это передние зубы, нам еще нужно время для нанесения керамической массы, чтобы он был более естественный и красивый. За счет того, что мы снимаем цифровым вот этим ротовым сканером, уже слепков нету, мы создаем цифровую модель. Ну и, соответственно, потом получаем результат. Да, получаем результат, отправляем на станок, он фрезеруется, и потом уже получаем его будущие коронки. Ну, значит, здесь мы пока оставим, да, пациента, собственно, перейдем уже к следующему этапу. Испытано на себе. Ева Сергеевна, я знаю, что отличительной чертой вашей стоматологии является наличие собственной лаборатории. Расскажите немножко, в чем плюсы? Конечно, плюсы есть очень даже во многом. Когда ортопеду нужна будет помощь техника, тут же на месте, чтобы мы проконсультировали сразу пациента и ортопед, и техник, чтобы он тоже понимал, чтобы работа никуда не отвозилась. Не отвозили, не привозили. Это, во-первых, учет времени, и, во-вторых, пациент может разговаривать и с ортопедом, и с техником, высказывая ему свои пожелания. Итак, мы видим первый макет. Да, вот мы в кабинете делали сканирование компьютером на компьютере, и здесь мы уже отправили в лабораторию, чтобы создать цифровую модель нашего пациента. Также такое же там же может показываться, и он может выбирать цвет своих зубов, как будет выглядеть его улыбка. Вот и сейчас мы это делаем. Ну, глядя на эту процедуру, можно просто восхититься тем, до чего дошли новые технологии, да? Да, конечно. Вот раньше такого же не было, да? Да, конечно, не было. Это все было вручную. Снимали слепок альгинатной массой, либо силиконом, отправляли техникам, техники отливали гипсом. Это тоже все занимает время. А тут уже как бы все в цифровом варианте. Ну вот оно, счастливое лицо Николая. Это вы сейчас вот выбираете, да, тон? Или как это правильно говорить? Тон, цвет, форму зуба.
А может ли человек, допустим, не согласиться с вашим специалистом и сказать: нет, я хочу, вот, чтобы они были другого цвета или другой формы? Да, конечно. И много таких бывает, что хотят очень белые. Ну, конечно, наверное, прислушиваться к мнению специалиста необходимо, да? Да, конечно, В этом необходимо. Если, конечно, человек меняет все зубы полностью, то, пожалуйста, любой цвет. А если когда есть его соседние зубы с натуральным цветом зубов, то, конечно, предпочтительнее цвет выбирать под соседние зубы. Ну и вот после вот этого моделирования... Сейчас мы получили цифровую модель нашего пациента, и сейчас я вам покажу диски и отправим его на станок. Испытано на себе. Помимо новых технологий, в современной стоматологии, конечно же, огромную роль играют и современные материалы. Да? Кто бы мог подумать, что вот это будущие зубы. Ева Сергеевна, расскажите, что же это такое? Так, ну вот, для нашего пациента Николая мы изготовили зубные протезы из диоксида циркония. Вот он сам, соответственно, этот диск. То есть это финальный результат? Да, это финальный результат, который отправляется на фрезеровку, на станок, из которого мы получаем его уже будущие зубы. И затем мы его отправляем в керамическую печь для обжига, и потом мы наносим уже керамическую массу. А сейчас мы покажем на примере ПМА. Это высокопрочный цифровой материал для временных коронок, который изготавливается быстро. Если для этого нам нужен 1-2 дня, то для этого минимум 15-20 минут. То есть вот это и есть огромный плюс того, да, что человек, приходя к вам, он не будет ходить без зубов. Да? Да, Ведь это конечно. зачастую вызывает очень много стеснения, да? И вызывает какие-то страхи, да, и комплексы. То есть человек приходит, собственно, сюда без зубов, да? 15 минут посидел, ему дают временные коронки, с которыми он ходит, буквально день, два, три, да? А затем получает уже вечные коронки, с которыми будет ходить очень долго и счастливо. Итак, значит, временные короночки мы сейчас покажем, как они делаются. Испытано на себе. Так, ну и вот нашу полученную цифровую модель, которую мы создали для нашего пациента, сейчас мы отправляем его на фрезерный станок для изготовления временных коронок. Так, сейчас мы отправим его на флешку и уже перенесемся в нашу компьютерную комнату. Вот это у нас называется CAD/CAM технология. Это вот современный метод для изготовления зубных протезов, с которого мы получаем высокопрочный материал. Для человека, конечно, далекого от медицины, вот все, что сейчас происходит, это практически космос, да? Но теоретически тут все понятно, да, практически мы видим, что это все автоматизировано, да, и, собственно, здесь никаких погрешностей быть не может. Нет, потому что для этого мы в первую очередь делали ему оттиск ротовым сканером, что дает нам высокоточный оттиск, и затем в том же варианте он попадает к нам в лабораторию, где тоже высокоточно создается будущая модель и уже отправляется сюда, где он уже идет по темпу создавания в этом компьютере. Вот посмотрите, что происходит там. В работу он уже запустился. И сейчас вот то, что мы создавали модель в нашем компьютере, он будет в точности фрезеровать его на этом станке. Если мы пистолетом делали, либо воском, вручную, то они быстро ломались при откусывании даже хлеба. А этим можно что угодно грызть. Восстановление сильно разрушенных зубов отнимает много времени и сил, поэтому хочется решить проблему раз и навсегда. Сейчас стоматологи имеют возможность пользоваться новейшими методиками реставрационной техники с применением современных материалов, в том числе и диоксида циркония, из которого получаются красивые и прочные ортопедические конструкции. Ну а пока наши временные коронки изготавливаются, мы решили посетить еще один кабинет стоматологии L-Dent. Ева Сергеевна, где мы находимся? Так, ну это уже кабинет нашей эстетики, где мы наносим керамические массы на наши будущие протезы. Это наша чистая зона, и сейчас мы покажем, как наносим красоту на наш протез.
Мгм. Так, ну здесь, в общем-то, очень все необычно, красиво. Кажется, как будто находишься в какой-то творческой мастерской, да? Ну, Да. практически в галерее. Да. Но, конечно, первым делом смотрим, да? Ну, Да, это у нас называется шкала Вита, по которой мы подбираем для наших пациентов цвет его зубов. Кто-то выбирает свои естественные, кто-то, если хочет побелее, то выбирают отсюда, подсаживаются к ему в зубы, чтобы они смотрели и выбирали. Мгм. Затем, как уже выбрали, допустим, мы популярный цвет это, допустим, А2, и глядя на него, глядя на наши морфологии, которые есть, то уже техник наносит керамическую массу. Мгм. Вот здесь у нас уже есть Да, керамическая это у масса. нас дентин и эмаль, наши коронки, и вот кисточкой можем уже пробовать наносить. То есть сегодня я могу немножечко соприкоснуться с миром стоматологии, да, нанести эмаль. Так, ну что я должна сделать? Так, ну вот сейчас вот мы чуть-чуть здесь уже налили вам дентина Мгм. и делаем слой нашего зуба. То есть, я так понимаю, это делается как-то Да, вот так. кисточкой. Ой, Да, тут нужна концентрация. Мгм. Наши техники иногда включают себе музыку. И Тут творческий да, процесс. Творческий процесс это самый главный, где уже... так интересно. Вот смотрите, уважаемые телезрители, вы, наверное, никогда не сможете поучаствовать в подобном процессе, да, изготовления коронки. Но вот это выглядит вот так. Итак, вот как-то вот так, да? И то есть такими вот движениями это все Да, наслаивается. Да, наслаивается, дентин, эмаль, а потом это все уже отправляется в керамическую печку для обжига. Кто бы мог подумать, да, вот даже здесь керамическая печь, да, вот это обжиг. Ну, очень интересно. Ведь мы, пациенты, зачастую приходим, даже и не знаем, как происходят все эти процессы, да, а на самом деле здесь такая очень кропотливая работа, да, кропотливая и трудоемкая. ну, вот неплохо получается. Потом можете уже приступать к эмали. Вот это сверху. Мгм. А конечный результат по цвету мы увидим только... Да, После уже печи. после печи. Потом это еще раз все наносится. И последний штрих это у нас уже глазурь для естественности, чтобы он у нас уже сиял. Ну, в общем, как-то так, да? Да. Но в целом, почему мы хотели показать, да, как это все происходит, для того, чтобы у зрителя было понимание вообще, да, как происходят все процессы изготовления коронки, да, и оказывается здесь даже вот такие нюансы тоже нужно ценить и понимать труд специалиста, потому что это все не так легко, как кажется. Испытано на себе. Кто бы мог подумать, что для выбора, казалось бы, естественного цвета своего будущего зуба необходимо знать вот это все. Вы только посмотрите, сколько разных тонов, расцветок. Здесь даже есть и цвет десны. А оказывается, у всех людей она бывает разная. Ева Сергеевна, ну вот у вас на ладони лежат сейчас зубы, да? Но необходимо отметить, что это временные. Да, временные. Вот мы получили наши высокопрочные временные коронки для носки нашим пациентам в то время, когда будут изготавливаться его постоянные коронки. Мгм. То есть их тоже крепят на что-то временное, да? Да, на временный цемент, чтобы пациенту было комфортно ожидать свои постоянные зубы. Вот знаете, посмотришь на них и думаешь, наверное, надо будет как-то к ним бережно относиться, не кусать яблоко, допустим, не откусывать, не грызть кость. Нет, за счет того, что он сделан из материала ПМА на станке, то он очень высокопрочный. Люди даже могут с ними ходить годами. То есть не прийти к своим постоянным Да, к коронкам, моим да? постоянным коронкам. Ну, это, конечно, удивляет, потому что действительно 15 минут, и вот он результат. И самое главное, что действительно это все очень прочно, вечно практически. Да, и очень даже естественно. Также подбирается под цвет его зубов. К числу преимуществ использования циркония можно отнести биологическую совместимость, высокую устойчивость к кислотной и щелочной среде полости рта,
низкую теплопроводимость, что гарантирует отсутствие повышенной чувствительности зубов от горячего и холодного, легкость конструкции, что позволяет использовать ее при протезировании на имплантах. Цирконий не просвечивает через напыление и не придает серого оттенка зубам. Более того, цирконий способен преломлять свет, как натуральная эмаль. Эти условия позволяют добиться высоких эстетических свойств. Изготовление при помощи компьютерных технологий исключает ошибки. Вот он, конечный результат работы целой команды специалистов. Ева Сергеевна, давайте подытожим все-таки, да? У нас перед нами коронки цирконий. Их преимущество не только в визуальной красоте, но и в качестве, правильно? И сейчас какой процесс будет у нас? Так, вот наш диоксид цирконий готов. Это 2 передних зуба. Мы на него нанесли уже керамическую массу для естественности. И сейчас передадим нашему ортопеду, чтобы уже зафиксировать нашему пациенту его постоянные коронки. Сейчас на этом этапе они посмотрят. Затем цементом уже будут фиксировать. Цемент именно для циркона. Он очень прочный. Вы знаете, наблюдать даже за этой картиной сейчас так приятно, практически до слез, да, потому что человек действительно видит свою потрясающую улыбку, да, а улыбка — это же все-таки практически, основная часть на лице человека. Визитная карточка, да. Посмотрите, человек счастливый, сидит, улыбка на лице, потрясающие зубы. Ну и, собственно, это не лучшее доказательство того, что действительно, если обратиться к специалисту хорошему, можно получить великолепный результат. Испытано на себе. Элдент – стоматологическая клиника с широким спектром услуг. Собственная зуботехническая лаборатория с новейшим CAD/CAM-оборудованием. Социальные скидки от 10%. Оплачивайте лечение бонусами ЛООКа или в рассрочку. Ждем вас на бесплатную консультацию. Природа наградила и подарила нам 32 зуба. И наша с вами задача – сохранить их в целости и сохранности. И лучше доверить это дело специалистам. Ведь улыбка – это ваша визитная карточка. Клиника Элдент испытана на себе.